Свен Нурквист к 75-летию автора. Один из классиков современной детской литературы, Свен Нурквист, родился 30 апреля 1946 года на скандинавском полуострове в городе Хельсинборге на самом юге Швеции. Первым увлечением Нурквиста еще в детстве было рисование. А когда Свен Нурквист был подростком, он упражнялся в изображении человеческого тела, копируя гравюры Гюстава Доре к Библии и Божественной комедии. Будучи студентом, Свен изучал архитектуру в университете Лунда, а мастерство иллюстратора осваивал на 3-летних американских дистанционных курсах. Долгое время Свен Нурквист подрабатывал, рисуя картинки для рекламы и учебных пособий, рисовал кулинарные плакаты и поздравительные открытки для общественных организаций и рекламных агентств. В 1970-е годы художник всерьез увлекся афортом, но через несколько лет охладел к нему. Он раньше пробовал разные печатные техники – линогравюру, шелкографию, фотографию. В течение 10 лет Свен Нурквист интенсивно занимался только этим, а выставки его афортов проходили в региональных шведских галереях. В 1982 году Свен Нурквист победил в конкурсе издательства «Опал» с макетом своей первой детской книги «Агатон Эмон и алфавит». В книге Агатон путешествует по алфавиту от одной буквы к другой. Сам автор книги считает, что ему пришлось помимо своей воли стать писателем, потому что знакомых писателей на примете у него не было, а по условиям конкурса необходимо было сочинить рассказ. Нурквист точно чувствует мир ребенка, в котором даже незначительные события, вроде долгого ожидания на остановке или похода в магазин, целое приключение. В 1984 году вышла книга Нурквиста «Именинный пирог», где впервые появились Петсон и Финдус. Начинающий автор еще не догадывался, какая слава обрушится на него благодаря этим персонажам. Изначально Нурквист хотел написать историю о 2 старичках, которые все время отвлекались и в конце концов забывали, что хотели сделать. В итоге, чтобы добавить динамики, Нурквист решил подарить одному ворчливому старику котенка. Когда сын писателя, который родился одновременно с выходом первой книги о Петсоне и Финдусе, стал на пару лет старше, Свен понял, что котенок в именинном пироге ведет себя точно так же, как вел себя ребенок. А со временем писатель обнаружил, что сам он стал отличным прототипом Петсона. Свен Нурквист. Именинный пирог. Петсон очень старался во всем следить за порядком. Котенок Финдус живет в маленьком домике в небольшой деревушке. У Петсона есть курятник, 2 сарая и сад. Вокруг деревушки зеленеют луга и поля, а за ним начинается густой лес. В деревне все считают Пистона чудаком. Как начнут соседи сплетничать друг с другом о том, о сём, и не разберешь, где правда, а где нет. До того, так долго обсуждали соседи, случилось в день рождения Финдуса. Котенок празднует его 3 раза в год, потому что так веселей. И каждый раз, когда у Финдуса случается день рождения, Петсон печет ему именинный пирог. Терпеливо расхаживал по скамейке и ждал, когда же хозяин наконец займется пирогом. Кто такой Финдус? Это котенок у Петсона, вот он. Свен Нурквист работал над продолжением вплоть до 2012 года, когда вышла книга «Финдус переезжает». После этого писатель признался, что устал от своих героев и заявил, что больше книг о них не появится. Петсон идет в поход. Петсон идет в поход. Петсон развернул спальный мешок, и Финдус тут же в него забрался. Котенок был страшно доволен. Смотри, какой домик у меня получился. Хочу сегодня здесь спать. И мы тоже хотим здесь спать, закудахтали куры. Ни за что, закричал Финдус. Скажи им, Петсон, прогони их. Потом разберемся, сказал Петсон. Пойдем-ка со мной, Финдус, мне нужна твоя помощь.
Петсон отвел Финдуса подальше, чтобы куры не могли их услышать, и прошептал Финдусу на ухо. Оставь их в покое. Они скоро устанут, и мы сможем удрать на рыбалку. Хочу испытать мое изобретение. Оказывается, Петсон изобрел лук для ловли рыбы. По мотивам серии о Петсоне и Финдусе сняты фильмы и мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы театральные постановки. Кстати, по мотивам книг о старике и котенке шведский музыкальный коллектив «Братья Слют» более 25 лет назад сочинили песни. А в книгу песенник Петсона и Финдуса вошли 25 песен с нотами. Их можно не только разучить на гитаре или фортепиано, но также послушать или скачать на музыкальных сервисах. Во многих интервью Свен Нурквист подчеркивает, что иллюстрации стоят для него на первом месте. В этом легко убедиться, открыв любую его книгу. Изображения в них всегда наполнены большим количеством интересных деталей и второстепенных персонажей. Картинки не только следуют за сюжетом, но и вносят в него новые подробности. Именно поэтому художник выделяет книгу «Где моя сестра?», задуманную как книгу без слов. Эскизы книги автор сделал еще до того, как сочинил первую историю о Петсоне и Финдусе. По мнению автора, главное в книге не текст, а картинки, поэтому Свену Нурквисту очень нравилось работать над этой книгой. Свен Нурквист много раз брался за иллюстрации к книгам других авторов. В 1991 году он начал рисовать для книг Юи и Томаса Вислендера о корове маме Му и вороне Краксе. В одном из интервью Нурквист рассказал, что однажды ему позвонили Томас и Юя Вислендер и спросили, не хочу ли я нарисовать иллюстрации к книге о Краксе и маме Му. С этими персонажами я уже был знаком. Мои дети любили слушать радиопередачи про них, и мне они тоже нравились. А книга Пели Экермана «Волшебные линзы и хитроумные ящички» по истории оптики с подробными инструкциями по созданию простейших оптических приборов стала первой познавательной книгой, за иллюстрации к которой взялся Нурквист. Не все знают, что Свен Нурквист является не только папой Финдуса с Петсоном, но также иллюстратором и соавтором прекрасной серии исторических книг шведского писателя Матса Валя. «Васа выходит в море», «Дальний путь» и «Сага о людях из Бирки». Половину каждой из этих книг занимал большой раздел с историческими фактами о шведском судостроении XVII века, о плавании корабля Гетеборг в Китай и о бытии викингов. Вопреки заверениям Свена Нурквиста, что он больше не будет возвращаться к истории про старика и котенка, в 2019 году в Швеции вышла еще одна книга про любимых всеми героев. Ну что же ты, Петсон? В ней Финдус предлагает уже немолодому Петсону полазить с ним по деревьям. Также в 2019 году Свен Нурквист выпустил книгу «Прогулка». В ней нет текста, только иллюстрации. А в основе сюжета лежит история про мальчика, который вышел из дома и попал в интересный мир. Историю и ее подробности должны придумать сами дети. Кстати, если говорить о детях Свена Нурквиста, весьма интересен тот факт, что один из сыновей Свена тоже стал иллюстратором, но рисует он в направлении японских комиксов манга. В героев и иллюстрации Свена Нурквиста невозможно не влюбиться. Истории о Петсоне и Финдусе быстро стали популярными в Швеции, а затем и во всем мире. В 2016 году издана книга-биография «Жизнь в картинках», позволяющая узнать художника получше. Некоторые иллюстрации в книге Свен прокомментировал сам, а некоторые не нуждаются в объяснениях. Читайте сами, читайте детям и наслаждайтесь.